Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля песни и танцы Республики Татарстан. В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижады чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня мы вас познакомим с солисткой хоровой группы нашего ансамбля, заслуженной артисткой Республики Татарстан Сереной Вахитовой. Исәнмесез, здравствуйте. Серена, как вы попали в наш ансамбль? В государственный ансамбль песни и танца я пришла в 2003 году. До этого я работала в государственном ансамбле фольклорной музыки. 4 года я там проработала, с 99 года. И придя сюда, в государственный ансамбль песни и танца, мне было комфортно, то есть я влилась в коллектив без каких-либо проблем, без сложностей, потому что я была уже подготовлена, скажем так, формат артиста, фольклорного артиста и артиста государственного ансамбля песни и танца немного похож. И поэтому таким образом я перевелась в этот ансамбль. А почему вы решили связать свою жизнь с творчеством? Творчество у меня уже с детства идет. У меня отец баянист, мама пела в молодости. И в детстве мы с папой очень много конкурсов посещали, завоевывали призовые места, пели вдвоем с мамой дуэты. То есть со школьных времен они меня уже записали в разные кружки. Я ходила в хоровые кружки, кружок кубозвистов, который, как кстати, пригодился сейчас вот в государственном ансамбле, так как мы играем на кубызах. Ходила и в танцевальные кружки. Мне папа говорил изначально: «Кызым, биючи буласың килсә, өстәл тамакка китерсең, җырчы буласың килсә, Уфага китерсең, училище искусства». И вот мы первым делом попробовали в Уфимское училище искусств поступить. И я поступила, и мы не стали уже ехать в Стерлитамак, и волей судьбы я стала вокалисткой, солисткой. Вот, так и сложилась моя судьба, связанная с творчеством.
Это получается после 8 или 9 класса в училище? Да, после 9 класса я поступила в Уфимское училище искусств на вокальное отделение. Педагог у меня была мархумаинда Хазар Нугуманова Флюра Галимовна. Вот она мне дала азы, то есть вокал, постановку голоса. И с этих пор вот я начала профессионально петь уже. А в Казани, где вы учились? В Казани я поступила в Институт культуры и искусств в 1998 году, тоже на вокал. Педагогом у меня была народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Мифтахова Рахиля Хайдаровна, улынды мархум хазыр. У нее я проучилась 1,5 года где-то, примерно так. К сожалению, ее не стало, и мы все, которые учились у нее, вокалисты, перешли к педагогу Венере Ахатовне Ганиевой. И закончила я уже у нее. А какое было первое произведение, которое вы исполнили в ансамбле? Первое произведение – это была татарская народная песня «Зубаржат». Я ее исполняла, вот как сейчас помню, в зале театра имени Тинчурина. У нас был сольный концерт, и там я запевала сольно эту песню с хором. Вот самая первая песня. И вообще среди татарских народных песен «Зубаржат» у меня самая первая. А где вы научились ее исполнять? В училище, в институте или в ансамбле уже? Народные песни, именно народные песни, больше я начала уже петь именно в государственном ансамбле песни танца. И именно благодаря Гараевой Венере Хасановне. Она мне привила и любовь, и мелизматику, которой у меня от природы нет. Все только трудом наработанное, скажем так, каждодневными распевками, занятиями. И вот Венера Хасановна научила петь народные песни, и не только народные, и классику татарскую, и трудные произведения, за которые я бы сама не взялась. Одним из этих произведений вот у меня это казахская песня «Бул-бул» Хамиди. Вот. Я не думала, что я ее буду исполнять, но Венера Хасановна сказала, что у меня получится. И я поверила в себя и исполнила. А второе произведение тоже очень трудное для меня. Это из музыкальной драмы «Идель Буенда» ария Файрузы. Там нужен огромный диапазон, очень техника нужна, технический голос, высокие стаккатные ноты. Вот. Я долго тоже не решалась, думала, что не справлюсь, не смогу. Венера Хасановна, как всегда, настраивала: «Балакаим, обязательно получится, обязательно споешь». И вот я ее исполнила на юбилейном концерте 80-летия ансамбля песни и танца Республики Татарстан. И, по-моему, справилась. Серена является первым исполнителем этих произведений в нашем ансамбле.
Я слышала, что вы работали с таким композитором, как Алмаз Мунасыпов. И даже лично с ним знакомы. Да, были такие времена, и я очень горжусь, и мне посчастливилось действительно поработать и сотрудничать с таким композитором великим Алмаз Мунасыповым. Я пела его произведение «Яңа Рамай». Это произведение изначально пела Рима Ибрагимова, но Алмаз Мунасыпов захотел услышать это произведение в моем исполнении и с хором нашего ансамбля. И мы исполнили его мечту, исполнили это произведение, справились. И были такие моменты, когда не принималось этот формат, скажем так, ансамблем, потому что Алмаз Мунасыпов специфический композитор, как ты уже знаешь, да. У него ритмически немножко сложноватые произведения. Но наш хормейстер Нияз Рафисович Гараев сделал такую обработку для хора и сгладил такие моменты, и мы исполнили в нашем формате, и прозвучало очень даже неплохо. Также мне посчастливилось работать, и все еще мы работаем с таким композитором, как Радик Салимов. Мне очень нравится его творчество, его произведения, его штрих песен, его почерк, скажем так. Мы исполнили дуэт с Алмазом Сафиным из программы «Священные сады». Вот композитор Радика Салимова. Также были им написаны такие произведения, как «У воды», женский хор исполнял, мне тоже очень нравится. Я знаю, что ваше настоящее имя Ирина. А почему вы на сцене Сирине? Ну, Сирине – это мой псевдоним. Я когда поступила в Институт культуры, мне мой педагог Рахиля Хайдаровна, как я вам уже говорила, Мифтахова, сказала: почему у тебя имя русское, а фамилия татарская? И на сцене будет как-то незвучно. Давай мы прибавим тебе букву «С», и ты будешь Сирина, Сирине. Вот так и пошло. Я согласилась, мне понравилось. И вот с этих пор я стала Сирине Вахитова на сцене. Какие у вас самые запомнившиеся гастрольные поездки? Ой, гастрольных поездок было очень много, но самые такие запоминающиеся, я могу сказать, это Англия, Лондон, это Куба, это Испания. Мы там были около 2 месяцев. Ну и Турция, мне очень нравится бывать в Турции. И с этой страной у меня есть очень такие положительные эмоции. У меня есть в репертуаре турецкие песни, которые предложил спеть в программе «Грезы Стамбула» Айрат Рунат Шахаметов. И эти же песни я еще пела сольно, принимала участие на других концертах. И вот именно в Турции, когда мы ездили с концертами, и там были дни Республики Татарстан, я исполнила песню «Эннен» на турецком языке с певицей Юлдус, из ее же репертуара вот эта песня была.
Мы с ней встретились, помню, тогда в гримерке, общались на английском языке, ну, такой разговорная речь такая была, такой диалог очень дружный был, скажем так. Мы с ней решили спеть, она первый куплет поет, я второй куплет. И когда я начала петь уже свой куплет, зрители начали стучать ногами, свистеть. Я испугалась, сама волнуюсь, думаю, ой, может быть, что-то не так, может, что-то я неправильно спела, может, язык неправильно, там, и произношение. Но потом уже дальше пела, и оказалось, что вроде как это, оказывается, их очень впечатлило, и у них были радостные эмоции. И мне было очень приятно и лестно слышать слова благодарности министра культуры Турции. И когда приехала делегация из Турции, я снова исполнила эту песню по их просьбе. Какие у вас планы на обозримое будущее? Ну, планы у меня на будущее только творческие. Также хочу творить, мечтать, пополнять свой творческий репертуар. В дальнейшем уже быть педагогом по вокалу, давать свой опыт, детям передавать опыт свой. Вот такие у меня планы на будущее. Творите, мечтайте, желаем вам успехов. Спасибо. До свидания. До свидания.